Турнир по ворошиловскому стрелку проводят в Сыктывкарском университете с 2015 года. Однако на Кубок Правкома игра прошла в первый раз. Участие приняли 5 команд. Кубок Правкома будет проводиться часто. Я в этом убежден, я на это очень надеюсь. И самое главное, помимо Кубка Правкома есть еще и Кубок Школьника, есть еще игры в школах, собственно, игры в рамках декады Института истории и права. Поэтому мы убеждены, что возрождение движения ворошиловского стрелка обеспечено. По правилам игры вызывают две команды, которые встают друг против друга. Перед каждым участником расположена лампа с определенным цветом – синим, зеленым, желтым или красным. Задача – выбить соперника правильным ответом. Я даже не успел вопрос дочитать, все верно. Вопросы на игру готовили студенты правкома. Темы заданий затрагивали разные сферы жизни – от математики и истории до спорта, кино и гороскопов. По словам организаторов, игра предполагает развитие у студентов эрудиции и сообразительности. Вопросы были из разных тем, не градировались как сложные, так и простые. Игра была динамичной, что отличает данный вид спорта. В результате борьбы третье место получила команда «Шанишки» из Института истории и права. Второе заняла сборная из разных институтов. Победу одержала команда Института гуманитарных наук и Института истории и права «Бутерброды с кофе». Помимо этого отметили и лучшего стрелка. Им оказался Александр Базанов. Всех призеров наградили грамотами, а за первое место вручили памятные подарки. Татьяна Растворова, Александр Кочкин. Учебное телевидение СГУ.